Согласно пятому пункту Закона Республики Казахстан, оператору сотовой связи запрещается предоставлять услуги сотовой связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Другими словами, необходимо связать номер устройства имейл, мобильный номер и ИН. Что делать, если вы решили продать или подарить свой телефон, зарегистрированный на вас? Нужно снять регистрацию и перерегистрировать устройство. Это можно сделать через личный кабинет или через специальный код. Сейчас операторы технически дорабатывают этот вопрос. Все будет как с автомобилями. Если провести аналогию email-кодов с ВИН-кодами автомобиля, то можно найти очень много совпадений. ВИН-код также привязывается к личности автовладельца, и если он принадлежит машине, которая числится в угоне, или же фигурирует в нераскрытом ДТП, к хозяину будут вопросы. Правила перерегистрации также довольно схожи. Нужно хорошо подумать, прежде чем покупать автомобиль, телефон, с рук у сомнительных продавцов. Процедура здесь простая: при регистрации на себя код пройдет проверку по базе, и если с ним не все в порядке, покупатель об этом узнает. Но есть один нюанс, если мы говорим о смартфонах. Многие ли из вас пишут заявление в полицию при утере или краже телефона? Скорее всего, нет. И это связано с низким процентом раскрываемости таких преступлений. А это значит, что, теоретически, даже чистый по базе телефон по факту может оказаться краденым. И правда может всплыть позже, что будет очень неприятно. Продолжаем проводить параллели и находим еще одну дыру. Угнанные автомобили редко продаются целиком. Чаще всего их распиливают и продают по запчастям. И доказать, что та или иная запчасть была снята с угнанного автомобиля, практически невозможно. То же самое с телефонами. Ворам ничего не мешает сдать заблокированный по имейлу смартфон умельцам, которые снимут с него корпус, дисплей, аккумулятор и камеру, чтобы продать их потом клиентам ремонтных ателье. Как теперь быть? В поправках в законе нет ничего возмутительного для нас. Вопрос лишь в том, как эти нормы будут реализовываться на практике. В итоге получается, что теперь нужно следовать двум простым истинам: не нарушать закон, чтобы не попасть под прицел правоохранительных органов, а также воздержаться от покупок подержанных устройств у сомнительных продавцов. Правда, и самому продать телефон теперь будет сложнее, поэтому храните коробку и документы, так будет проще доказать, что устройство чистое. Считали ли вы, сколько тратите на мобильную связь? Что вы скажете, если телефон будет сам зарабатывать баланс? С помощью мобильного приложения Пеликан это больше, чем реальность. Чем больше вам звонят, тем быстрее вы компенсируете свои расходы на связь. Как это работает? Допустим, вам звонит друг, и перед тем, как ответить, вы видите рекламу. За это Пеликан пополняет ваш баланс. Наше приложение доступно для Android и iOS. Пеликан. Все в твоих руках.